касается, допустим, вот чеченцев и кабардинцев, допустим. Если бы не было у нас совместной борьбы с чеченцами против Тамерлана, против Золотой Орды, там, против монголов, всегда первыми приходили на помощь кабардинцам, черкесам, чеченцы. Когда была Кавказская война, когда Кабарда обезлюдила полностью, когда было 300 тысяч, осталось 30 тысяч, два волны было. Те, кто уходил или на Кубань черкесам независимо, или в Чечню. 2000 кабардинских семей переселилось в Чечню. Они их приняли как своих братьев. И даже сегодня, когда вот в интернете, межнациональные вот эти в интернете идут эти разлад, там друг друга оскорбляют и так далее, вы посмотрите комментарии чеченцев о черкесах и комментарии черкесов о чеченцах. Ни одного вы не найдете, где бы не было неуважения. Только уважение и взаимное восхищение. То есть ничего на пустом месте не появляется. Это все обусловлено нашей совместной многовековой борьбой за свою национальную независимость. И чеченцы один из немногих народов Кавказа, которые действительно это всегда независимо ставили во главу угла, и они готовы были любому народу соседнему помочь, когда вопрос стоял об общекавказских интересах, о общей национальной свободе. То есть это народ, который всегда общее ставил выше, чем частное. И я вот много таких случаев, когда вот Кабарда была, огромные войска были введены, со всех сторон она была заблокирована, 300 всадников чеченцев во главе с их известным предводителем. И до сих пор русские военные не могут понять, как они туда прошли в Кабарду и как они оттуда ушли после всех этих боев. Это символически, да, 300 человек ничего не решает.